Хаммал Достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Давно не было у нас стрима, и вот решил провести, потому что надо общаться, надо разговаривать. Задавайте ваши вопросы. Буду стараться отвечать на них по мере своей возможности, если я компетентен в этих вопросах. Сегодня тема разговора, которую я хотел бы озвучить, это русская община в Республике Башкортостан. Многие, наверное, скажут, что надоела эта тема, она везде. Я понимаю, но дело в том, что если о ней не говорить, об этой теме, об этой проблеме, а это проблема, реальная проблема, то она как вот болезнь, да, вот это как вирус, она будет постепенно захватывать все общество в Республике Башкортостан, так как она сейчас захватывает все в России. И надо отметить здесь, что кроме меня и Ишмурата Хазрата в Республике Башкортостан, имеется в виду, об этой проблеме никто не говорит. О том, что русские нацисты открыто уже вовсю действуют в Республике Башкортостан, не просто как обычная какая-то организация, а совместно с силовиками под крышей башкирских властей. Это реальная проблема, о которой нужно говорить. Больше никто не говорит. Не говорят СМИ республиканские. Ни одного я не видел репортажа, ни одной статьи я не видел о русской общине Республики Башкортостан. Мало того, даже независимые, относительно независимые СМИ, наши республиканские, не говорят об этом. Об этом не говорят аспекты практически. Об этом, говорят там иногда, да, но не посвящают этому вот серьезную тему, серьезное вот разбирательство этого вопроса. Не говорят об этом пруфы, абсолютно вообще молчат. МК-сеть, Коммерсант, все вот эти полулиберальные, относительно либеральные СМИ, они об этом не говорят. Почему? Большой вопрос. Возможно, их все устраивает. Возможно, они боятся говорить об этом, потому что явно русская община, она под крышей силовиков, чекистов, ФСБшников, МВДшников, Центр по борьбе с экстремизмом и так далее. Но помимо этого, ладно, я до этого дойду. Итак, почему я вот в последнее время вновь поднял эту тему? Дело в том, что буквально недавно на своих официальных каналах нацисты из русской общины выложили видео, как они проводят рейды в городе Уфе по развлекательным различным заведениям, кафе, ресторанам и так далее. Кафешкам, да, то есть они и ищут мигрантов, представителей Кавказа, Центральной Азии, спрашивают у них документов. И это не просто одни какие-то ОМОН, там, ФСБшники даже, если это есть, там, Центр по борьбе с экстремизмом. Нет, среди них там ходят вот эти вот непонятные свинособаки, как я их называю, в непонятные, то есть непонятно чем, какими правами они наделены, с замоташки, замотанными лицами, боясь показать свои лица. Вот они ходят в толпе вот этих вот силовиков, у них там эмблемы русской общины вот этой вот. И вот они ходят вместе с силовиками и там допрашивают, спрашивают какие-то документы, спрашивают у людей, кто вообще им дал такое право. Мы эту тему с Ишмуратом Хазратом, последнее видео мое, обсуждали. Еще раз вот хочу затронуть этот вопрос. Видно, что также хочу отметить, что вот это видео, которое они выложили с рейдом, оно было снято не недавно. Это не прошло буквально на днях. Видно, что по этому видео видно, что это, август, возможно, сентябрь месяц. То есть это вот прошло буквально достаточно
ну, больше месяца точно с момента этого рейда. То есть они выждали какой-то момент, потом только выложили. Почему они это делают? Потому что боятся. Боятся реакции, мгновенной реакции. То есть они опасаются, они понимают, да, до сих пор, что они живут в национальной республике, что здесь все-таки национальный вопрос стоит очень сильно, башкиры очень критически реагируют на это. И, конечно, они вынуждены, скажем так, стараться минимизировать риски, стараются как-то обезопасить себя. Поэтому, то есть это говорит, что они нас боятся. Боятся, и поэтому мы должны этим пользоваться, тем, что они нас боятся. Мы должны на них продолжать давление оказывать. Почему? Потому что, ну вот, просто элементарно. Живет какой-нибудь азербайджанец, я таких достаточно много знаю, или узбек в республике Башкортостан много-много лет. Он родился здесь, его родители здесь живут очень много лет, еще со времен Советского Союза. На внешность, как типичный узбек, как типичный азербайджанец или казах. Вот они сидят в кафе, отдыхают со своей семьей, допустим. Тут вламывается какая-то толпа непонятных людей, с спрятанными лицами, с какими-то шевронами непонятными. Подходят они, заваливают отца семейства на пол, там, возможно, сыновей старших их, да, требуют какие-то документы показать. Кто вообще дал право этим людям вот так распоряжаться? Кто? А у нас очень многие башкиры похожи на кавказцев. Очень много башкир похожих на узбеков. Различные, есть разные башкиры, абсолютно разные башкиры. Их также могут завалить. А какое имеют право вообще? Если посудить, то для нас русские это такие же мигранты. Такие же мигранты, как те же самые узбеки или азербайджанцы. То есть эти приехали когда-то с разных русских регионов к нам в республику Башкортостан, на тюркские земли, на башкирские. И сейчас ходят и у людей спрашивают какие-то документы, интересуются, что ты здесь делаешь, как ты сюда приехал, как ты здесь оказался, чем ты занимаешься. А кто им такое дал право? Это вообще кто такие? Какое они имеют право такими вещами заниматься? Такое право им дает власть. То есть она ставит русских выше всех, абсолютно. Наделяет их правами, у которых у них нету. И вот они, прикрываясь силовиками, ходят вот так вот и наводят якобы порядок. Но для нас, для башкир, ближе нам узбеки, нам ближе кыргызы, азербайджанцы, казахи, туркмены, таджики. Ближе нам, чем русские. Почему ближе? Потому что эти народы, тюркские народы в основном, ну кроме таджиков, да, но и таджики, башкиры всегда испокон веков в своих учебных заведениях учили фарси, на котором таджики разговаривают. Очень много культурных произведений на этом языке было написано. Это для нас тоже очень близкий народ. И он также входит в Центральную Азию, в общий Туркестан. Эти народы нам ближе, потому что они тюрки, потому что они мусульмане, потому что их культура нам близка. И башкиры, как и татары, в мечетях сидят бок о бок с таджиками, с узбеками, с кыргызами, с казахами, с азербайджанцами, с чеченцами, с дагестанцами. Не с русскими, русских очень мало, которые принимают ислам. И вот русские нас стараются всех расколоть. Расколоть и показать, что вот мы, русские, вам ближе, башкирам, чем вот эти люди, которые приехали к нам из Кавказа или из Центральной Азии. Нет, нам ближе именно наши братья из Центральной Азии, из Туркестана и из Кавказа, чем русские. Это абсолютно верно. И мы понимаем прекрасно, что
Сегодня, если вот эта русская община и вот эти власти, которые их поддерживают, которые их создали, вот эти русские общины, сегодня, если они выгонят всех представителей Центральной Азии и Кавказа из республик, из регионов, из национальных республик в первую очередь, если выгонят, дальше они обратят свои силы на нас. Это как пить дать. Их никто не будет разгонять. Их уже невозможно будет разогнать. Как ты разгонишь? Они уже спаяны какими-то совместными действиями. Они вместе входят в спортзалы. Они вместе ходят там заниматься. Они вместе слушают идеологию какую-то там, Дугина и так далее. Слушают одну и ту же музыку. Все вместе входят на эти рейды. И, конечно, они там начинают дружить. Общие интересы появляются. И когда им сверху придет приказ: так, ребята, все, финансирование заканчивается, мы вас разгоняем, они не разгонятся уже. Они будут продолжать встречаться, они будут продолжать заниматься своим делом. Только уже они выйдут из-под контроля. И они в первую очередь будут обращать свои силы на нас. И когда вот мы поднимаем эти вопросы со Шмуратом Хазратом Хайбуллиным, то вот буквально недавно вышел пост в телеграм-канале «Русская Башкирия», где они там говорят: вот, на нас обратили внимание, там, но башкиры нас поддерживают из русской общины. Башкиры и татары даже приходят к нам в русскую общину, вместе с нами там изгоняют мигрантов из республики Башкортостан. То есть они специально, сознательно вкидывают вот эту информацию. Возможно, я не сомневаюсь, что, возможно, есть манкурты среди башкир и татар, которые ходят в эту русскую общину. Жопу там подтирают им. Там же при них прям говорят, я уверен, такие слова, как эти узкоглазые, эти чурки, эти там носороги, эти черные. Они же там так высказываются, 100%. Эти ваххабиты, абу-бандиты, как они любят говорить. И эти башкиры и татары, которые там пытаются понравиться русским, ха-ха-ха, там стоят, смеются рядом с ними. Хотя их точно так же их касается. Их отцы, матери, деды, прадеды всегда были в исламе, носили бороды, ходили с кумганом в туалет, совершали намаз. Но разве не так? Ели одну и ту же пищу, что едят представители Центральной Азии и Кавказа. А сейчас они стараются понравиться русским, чтобы быть более русские, чем они сами. Вот хуже таких манкуртов нету. Это в первую очередь враги. Вот первые наши враги — это наши представители с нашего народа, которые стараются услужить русским. Вот этим русским нацистам. Потом уже идут нацисты вот эти русские. И все они хотят что? Они хотят нас оставить в этой стране, чтобы мы на вторых ролях, будучи второсортными народами для них, жили и никуда не пытались уйти, не пытаясь быть свободными. Именно поэтому они так давят представителей других народов, потому что они уже свободные. Да, они приезжают сюда на заработки, но кто не ездит куда на заработки? В Европе везде ездят на заработки. В разные страны, с разных стран, в разные другие страны ездят. А это нормально, это вполне нормально. Поэтому мы должны понимать, что усиление вот этой русской общины в республике Башкортостан — это опасно. И мигранты, представители Центральной Азии и Кавказа, наши братья, они нам более близки, это наши союзники. И если вдруг наступит здесь большая смута, она рано или поздно наступит. Это 100%. Потому что сам Путин со своей политикой, внешней и внутренней политикой, все к этому и ведет. И создание вот этих вот общин, русских общин там, и других организаций нацистского толка, русского нацистского толка, оно ускоряет процессы, центробежные процессы, ускоряет развал России. Мы, башкиры, татары, чеченцы, дагестанцы, якуты, буряты и так далее, мы нутром чувствуем, что это государство нам чужое. Они нам пытаются навязать, что мы русские, что
должны быть, мы называть себя должны русские башкиры, русские чеченцы, русские якуты, русские марийцы. Нет, мы не русские. Мы такие, какие мы есть. Это вы русские, а мы не русские. Я не разжигаю национальную неприязнь к русскому народу, к нормальным русским, которые нормально относятся к башкирам, к татарам, которые стараются учить языки наши, уважают нашу культуру, слушают наши песни, нашу музыку, понимают, что мы живем на своих землях, а они здесь приезжие. Да, возможно, несколько веков назад, но все равно приезжие. К этим русским у меня нет никаких претензий. У меня претензии к тем, кто до сих пор считает, что они завоевали наши земли и что они здесь хозяева, а мы их рабы, покоренные народы, которые нам указывают, можно учить свой башкирский язык или не можно, можно нам иметь своего президента или не можно, какая у нас должна быть конституция, какие слова там должны быть написаны, можно иметь национальные партии или нет, национальные организации можно иметь или нет. А если у вас появится национальная организация, мы ее тут же запретим. Хотя сейчас уже идут, пожалуйста, русские общины открыто действуют. Когда-то организация Башкорт занималась абсолютно мирными делами, просветительскими. Она не устраивала рейды, ища русских, не подходя, не спрашивая, а ты откуда, с какого региона сюда приехал? Откуда? С Подмосковья? А ну пошел вон отсюда. Такого никогда не было. Мы занимались просветительской деятельностью, культурной деятельностью, спортивно-оздоровительной деятельностью. Да, когда наших трогали, мы выезжали. Но все равно все это было в рамках закона. Если бы это было бы не в рамках закона, были бы уголовные дела, а их не было. Было одно дело подставное, и то это между башкирами своими, а не между русскими какими-то. Поэтому нельзя обвинить Башкорт организацию в какой-то межнациональной розни. Мы занимались абсолютно нормальными делами, боролись с алкоголем и так далее. А нас здесь русские общины пытаются рассорить с нашими братьями из Центральной Азии и Кавказа, пытаются нам указать наше место, что вот они здесь главные. Самое что интересное, можно всегда обосновать, что вот я всегда считал и до сих пор считаю, что русские нацисты, вот эти вот из русской Башкирии, из русской общины, Северного человека и всех вот этих вот нацистских вот этих организаций, которые расположены на территории Республики Башкортостан, они никогда не считали нашу республику своим домом. Никогда. Никогда не защищали интересы республики нашей. Они всегда защищали интересы только Москвы. Все, что происходит в Республике Башкортостан, их никогда не касалось. Им плевать было на проблемы республики. Это доказывается одним простым фактом. Давайте вспомним Куштау. Хоть один, вот там было огромное количество защитников разных национальностей. Русские, татары, чеченцы, армяне были. Как с той, так и с этой стороны, да, мы помним. А башкиры, конечно же, были много. Но кто-нибудь помнит представителей от русской Башкирии, от русских националистических организаций, представители, чтобы они пришли на Куштау и защищали вместе с нами Куштау? Кто-нибудь вспомните хоть одного? Был у них? Был ли вот этот Кузнецов? Был ли вот этот Беляев? Луговой? Светлана Нургалиева, вот эта вот татарка, которая перекрасилась в русскую, Екатерина Некрасова? Кто-нибудь помнит их? Никого не было, ни одного. Ни одного из тех, кто раньше боролся против башкирского языка, против суверенитета Республики Башкортостан. Не было. Ни Панчихиной. Никого не было. Это говорит о том, что им плевать. Плевать на проблемы Республики Башкортостан. Плевать на экологию. Плевать на какие-то наши природные ресурсы, на природные памятники природы. Да, они с удовольствием пользуются. Ездят отдыхать на курорты, на наши горнолыжки, купаются, в пещеры ездят. Нормально. Но как только появляется какая-то проблема, когда там власти пытаются, олигархи пытаются отжать разработать какой-то там красивый наш участок, какую-нибудь красивую гору, ущелье, их нету. Тут же
Они пропадают. А потом появляются вместе с силовиками и ходят там важные, показывают свою силу, ходят по кафешкам. Вот в чем проявляется настоящая сознательная гражданская активность. Сознательность. Когда вы выходите защищать интересы той земли, где вы живете, того региона, где вы живете, той республики, где вы живете. Но вас не было на Куштау, ни одного. Это говорит о том, что вам, еще раз говорю, плевать на республику Башкортостан. Вам интересны только интересы Москвы и своих хозяев, которые сидят в Москве. Вы с удовольствием уничтожите республику Башкортостан как республику и с удовольствием превратите ее в губернию какую-то. А вообще еще лучше разделите ее. Мы знаем все ваши цели, задачи, мечты, влажные ваши мечты. То же самое я бы хотел сказать о наших либералах. Вот возьмем Лилию Чанышеву, которая очень часто, как и Рауфа Рахимова, критикует Хабирова, любит критиковать. Ну и Чанышева, она и Путина критикует. Но я не видел ни одного поста у ней, после того, как она освободилась, ее когда обменяли, чтобы она высказала что-то против русской общины. Она разве не видит, что происходит в Республике Башкортостан? Она разве не видит эти рейды? Она разве не видит, как проходят вот эти русские марши с крестными ходами, якобы, совместными? Конечно, видит. Она все это видит, она, конечно же, все это наблюдает. Но она ни слова об этом не говорит. Почему? Потому что ее устраивает. Ее устраивает, что вот эта русская община борется с узбеками, с азербайджанцами, с таджиками. Ей это надо, ей это нравится, потому что она точно так же защищает интересы Москвы. Да, не интересы Путина, но интересы Навальной, муж которой ходил на русские марши против точно такой же миграции, точно с такими же лозунгами. И сегодня, я уверен, если бы он был бы, он бы поддержал бы, наверное, эту русскую общину. Говоря, что все правильно они делают. И Лилия Чанышева, мы видим, вообще абсолютно не реагирует никак. Отсюда вопрос, друг ли она нам? Союзник ли она нам? Да, возможно, в борьбе с Путиным союзник. Ну а дальше? А дальше, скорее всего, нет. Дальше наши пути разойдутся. И, скорее всего, она будет опираться в борьбе за власть в Республике Башкортостан именно на эти силы. На силы русской общины, на русских националистов. Вроде бы она татарка, как она говорит, наполовину еврейка. Но по своему духу, по своему нутру она русская. И ей близки вот эти интересы вот этих людей, которые ходят там с завязанными глазами, завязанным лицом точнее, да, и проверяют документы у всех подряд. Но я так ощущаю, возможно, я не прав, но пусть она выскажется, но мы что-то ничего не слышим по этому поводу. То же самое и Рауфа Рахимова. Я нигде у нее не слышу, в ее пруфах, нигде. Да, она там Хабирова мочит изо дня в день, мочит. Ну да, его надо мочить. Ну а что, других проблем нету? Русская община это не проблема, что ли? А тут уже, почему она не мочит? А тут уже интересы чекистов, с которыми Рауфа Рахимова не хочет портить отношения. Все. То есть какие-то определенные темы, которые боится затрагивать наша либеральная, так называемая оппозиция, так называемые либералы наши. Все молчат, абсолютно все. И этим пользуется эта русская община, пользуется этим, что они молчат и говорят только вот башкиры и то, которое находится за рубежом. К чему это рано или поздно приведет? А приведет это к тому, что русская община захватит абсолютно всю республику Башкортостан, поставив под свое влияние и контроль вместе с силовиками. Да, уже силовики, никто будет спорить, никто, наверное, не будет спорить, что силовики контролируют республику Башкортостан, как и всю Россию. Все силовики, все чекисты, ФСБшники сидят в главных, в управленческих вот этих вот местах по всей России. Тот же самый Сечин, бывший, да, чекист. Путин, бывший чекист.
Ну и какой бывший? Всего действующий чекист. И многие-многие другие. Они контролируют Россию. Соответственно, их люди, эти же чекисты, контролируют регионы, в том числе и Республику Башкортостан. Но их физически мало. И чтобы контролировать всю республику, вплоть до каждого города, до каждого райцентра, для этого им нужны вот эти тетушки под названием русская община. Именно для этого они им нужны. Через них контролировать все. То есть они захватят нашу республику полностью. Да, они пока еще не действуют в Зауралье, но скоро дойдут и до оттуда. И кто им что сможет сказать? Они уже сейчас начали с Уфы, дальше пойдет Стерлитамак, Кумертау, Ишимбай, Салават, Мелиус, потом Белорецк. И все, Сибай, Баймак, Акьяр, Аскарова, Старо-Субхангулово и так далее. Будет полный захват Республики Башкортостан. И нам будут диктовать, что можно, что нельзя. Потом они начнут требовать, почему у вас... Они уже до этого высказывались, почему у нас стоят памятники Заки Валиди, Салавату Юлаеву, Алдар Батыру, возмущались. А тут уже будут открыто требовать убирать их. Уже убирают. И кто не скажет, что здесь, возможно, русская община не замешана? Хабиров, он полностью продал республику, прогнулся под силовиков, под Москву, выполняет все указания, что ему говорят сверху. Сказали русскую общину полностью обеспечить всем возможным, дать спортзалы, дать финансирование. Все. Через Назарова все это делается. Финансирование идет миллионами. Спортзалы, тиры, где они стреляют, ножевые бои всякие устраивают, ринги, где они тренируются. С кем они собираются воевать? С мигрантами? Сомневаюсь. Уже сейчас практически не осталось мигрантов вообще в Российской Федерации. Очень мало осталось, много уехало. Даже сейчас Кремль начал риторику свою менять по поводу мигрантов. Уже начали говорить, что якобы межнациональную вражду между представителями Центральной Азии и Кавказа и русскими это спланированная акция со стороны Запада. Представляете? То есть они они довели до такого масштаба. А сейчас начали как-то пытаются выруливать из этой ситуации. Но ситуация уже все, разгорелась да нельзя. Уже общество наэлектролизовано. Только кинь спичку, оно вспыхнет. Любой уже эта боязнь перед мигрантами, страх, эта фобия, она уже у русских сидит везде. Все, и пользуясь этим, они захватывают республики национальные и диктуют. Это приведет к тому, еще раз говорю, что подавит полностью всех. Сперва захватят как контроль улиц. Кто будет возникать, начнут их громить. Со временем их будут прикрывать силовики, как это было с теми же самыми цыганами в Челябинской области. Да, позволили разгромить, поджечь дома. Арестовали, тут же отпустили. Ни одного уголовного дела. Все. То же самое будет, если в будущем. Как мы можем этому противостоять? Только объединив усилия. Только осознав, что надеяться не на кого. Власть нас предала. В лице Хабирова башкирская власть нас предала. Об этом не скажет ВКБ вам, о том, что русские нацисты сейчас хозяйничают на улицах городов Республики Башкортостан. Не скажет вам об этом никто. Потому что у них указание такое молчать. Поэтому надеяться только на самих себя. Вооружаться. Желательно берите справки. Получайте, сдавайте на оружие экзамены. Получайте оружие. Желательно огнестрельное. Не можете, берите травматы. Не дают травматы, не дают огнестрел, покупайте нелегально. Старайтесь как-то, осторожно, но чтобы у вас было чем защищаться. Потому что рано или поздно они придут к башкирам. Придут к другим народам. Уже сейчас этот конфликт, он постепенно все сильнее и сильнее разгорается. Все это приведет к большой кровавой войне, которую именно захотели устроить русские нацисты.
Они специально, они осознают свою силу, они понимают, что их много, их намного больше, чем наши народа. В общей сложности их больше, конечно, их там 60-70% их точно есть. И они понимают, что сейчас очень удобная возможность расправиться со всеми нами. Отомстить за те неуспехи в Украине, когда они уже 3 года топчутся, ничего там не могут сделать, украинцы их мочат, как слепых котят. Сейчас еще в Сирии их начали долбить. Как они будут отыгрываться? Они отыгрываться будут на внутренней политике, наводя здесь порядок, устанавливая здесь русский мир. И мы должны быть готовыми к этому. Либо нас они загнут всех, превратив в бессловесное молчаливое стадо, уничтожив тех, кто будет возмущаться. Либо мы дадим отпор. Но давать отпор надо объединявшись. Надо, чтобы татары также осознали, что проблема придет и к ним, чтобы они поддержали башкир. Чуваши должны поддержать башкир, татар, осознавая, что проблема идет к ним. А мы должны поддержать татар, а мы должны поддержать чувашей, марийцев, удмуртов и так далее. Мигранты, представители Центральной Азии и Кавказа должны объединяться. Мы должны объединяться с ними, они должны объединяться с нами. Увидели, что в кафе, вот вы гражданин Российской Федерации, коренной житель Республики Башкортостан. Вы, башкир по национальности, сидите с компанией, отдыхаете в каком-нибудь кафе, там, в Иремеле, допустим. Заходит вот эта толпа замоташек и начинает там приставать какой-то компании, там, узбеков, которые сидят, отдыхают. Чехана какая-то, допустим, да. Пришли, там, начали валить их на пол, там, требовать какие-то. Встаньте, подойдите, скажите, какого хрена вы вообще, вы кто? Вы кто такие вообще здесь? Какие-то мигранты русские, вы сами откуда приехали? Ваши предки откуда приехали к нам сюда? С Тамбова? С Вятки? Ну езжайте туда, да, там права качайте. Там ищите нелегалов. Они у нас здесь. Эти люди у нас в гостях, на нашей земле находятся, на башкирской. И мы за них в ответе. Это наши гости. И мы имеем право с них спрашивать, что они здесь делают. Но не вы никак. Вы вообще здесь никто. Вы такие же мигранты. Вот так вот надо с ними разговаривать, ставить их на место. Надеюсь, я смог донести до вас эту проблему. Проблема, она реальная и будет с каждым разом все сильнее и сильнее. Объединяйтесь в своих башкирских деревнях, аулах, в группы. Занимайтесь спортом. В городах объединяйтесь группам по национальному признаку. Башкиры, татары, объединяйтесь, ходите совместно, создавайте совместные спортзалы. Ходите туда, качайтесь, занимайтесь спортом. Потому что скоро очень важно будет знание и умение драться хорошо. Умение владеть оружием, как боевым, огнестрельным, так и холодным оружием. Умение помогать, взаимовыручка. Вот в будущем это очень, очень сильно поможет нам всем. Объединяйтесь в группы, устанавливайте контакты с соседними, с аулов, с соседними ребятами, чтобы в случае чего помочь друг другу. Потому что вместе, возможно, одной деревни вы не сможете справиться против толпы, когда приедет там 200-300 человек к вам из русской общины громить вас. Вас там 30-40 египтарь может не справиться. Но вам могут помочь из соседних деревень. Когда из 5, из 6, из 7 деревень соседних по 30-40 египтарь приедут также. Тогда вас будет как минимум столько же, если не больше. И вы будете на своей земле, а это будет преимущество. Устанавливайте контакты, выбирайте главных, старших, которые пользуются авторитетом, которым вы доверяете, которые не подментованные. С ними устанавливайте. Пусть они устанавливают такие же контакты с другими старшими из других районов. На уровне районов должна быть взаимопомощь. Начались проблемы в Абзелиловском районе. Баймакские, Хайбулинские выехали на помощь. Начались проблемы в Учелинском районе. Белорецкие приехали на помощь. Начались проблемы в Кармаскалинском районе. Архангельские подъехали. С Уфы приехали ребята. Вот так надо. Мгновенно. Раньше организация Башкорт быстро набирала своих людей. Почему? Потому что были в каждом районе свои представители. Свои люди. У которых был свой круг людей. В течение часа несколько тысяч человек могло легко собраться очень быстро. И вам надо также действовать.
Иначе вы просто республику потеряем мы все. Так, теперь, наверное, на вопросы. Какие вопросы? Задавайте вопросы желательно по теме, по этой теме, по которой я обозначил сегодня. Так, не по теме я буду, наверное, пропускать. И на эти вопросы мы сможем отвечать потом. Так, 318 человек нас сейчас смотрят на данный момент. Ассаламу алейкум, братья. Мы, казахи с Казахстана, поддерживаем. Русская община – это большая угроза. Скоро они будут громить коренных жителей и народов. Все правильно. Валейкум вассалам, братья казахи. Вы для нас один из самых-самых близких народов. Конечно же, большой вам салам. И мы верим, что в трудные минуты казахский братский народ окажет нам помощь. Конечно же, они очень сильно переживают за то, что происходит у нас здесь, в республике Башкортостан, в Татарстан. Конечно же, следят за этим. И они молодцы, они там не дают никому поднять голову в своей стране. И русские там себя ведут тише воды, ниже травы. И казахский язык учат. И представители других народов там себя ведут уважительно по отношению к местному, коренному, республикообразующему, автохтонному народу казахам. Молодцы казахи, уважуха. Ну так же, как и все остальные, и туркмены, и узбеки, и кыргызы, и таджики в своих странах везде навели порядок. Азербайджанцы, конечно же. Сегодня их надо переписать, адреса, явки, пароли, а в час X навестить. Конечно, очень правильное предложение, надо переписывать. Если вы знаете, что ваш сосед представитель русской общины, и вот он живет в такой-то квартире, записывайте, передавайте своим людям, чтобы адреса этих людей были у всех. Машины, на каких они ездят, номера переписывайте. О них нужно собирать всю информацию. Как они выглядят, фотографии их, где живут, на каких машинах ездят, где работают, чтобы в случае момента их сразу легко найти, чтобы можно было. Мы должны понимать, идет война. Они нам объявили войну. Нам, всем нерусским. Идет тотальное уничтожение всего нерусского в этой стране. Они хотят установить русское государство. И над этим работает целая идеологическая машина в лице ее идеологов, там Холмогоров, Дугин и другие. Они работают над этим, чтобы страну сделать русской, чтобы избавиться от всего нерусского. Или, если не избавиться, то ассимилировать, превратить в русских, заставить сказать, что мы, башкиры, теперь все русские. Это программа у них такая. Факт в том, что тюркские народы в России только сокращаются, когда в тех странах, которые получили независимость, только растет. Конечно, факт. Именно независимость даст нам возможность увеличить свою нацию. Тут надо понимать, либо мы исчезнем в этой стране, либо мы сохранимся как народ. В первую очередь это должно произойти в мозгах у каждого башкира, у каждого татара, у каждого чуваша, марийца, якута и так далее. Вот здесь, вот сейчас модное слово деколонизация, да? Что такое деколонизация? Это попытка, каждый его понимает по-своему, но все говорят, что вот Россия это империя, она должна прекратить свое существование как империя, и страны, народы, населяющие ее, должны обрести свободу. Свободу, независимость. Но в первую очередь представители этих народов должны деколонизировать свое сознание, свой мозг, внутри себя, самих себя деколонизировать. Они должны понять, что они свободные граждане. Они хозяева своих земель. Вот. Деколонизировать свое сознание в первую очередь надо. Ты должен понять, что ты не русский, ты другой народ. У тебя другая культура, другой язык, другая религия. Что мы внешностью другие, мы не русские.
А у нас огромное количество писателей, поэтов, представителей другой интеллигенции. Они создавали свои произведения для нас, не для русских. И мы их читаем, мы слушаем эту музыку. Нам нравится это наше. Мы другие абсолютно. И мы, чтобы сохраниться, сохранить свой народ, свое национальное самосознание, свой язык, мы должны сохранить, освободиться. Освободиться внутри себя. Понять, что мы не рабы русским, мы не рабы Москве. Бороться за свою независимость, бороться за свою свободу. Скоро, вот вы же понимаете, что еще 3 года назад никто не говорил о независимости, ничего. Сегодня об этом говорят все. Включите, пожалуйста, YouTube. Везде слово деколонизация, везде слово развал России, везде слово независимость Башкортостана, Татарстана, Чечни, Ингушетии и так далее. Везде об этом говорят. Это, скажем так, эта идея охватила умы массы, миллионы людей. Она будет разрастаться все сильнее и сильнее. Будут появляться новые лидеры. Я уверен, что скоро башкиры, новые лидеры появятся. Уверен. И мы обязаны использовать этот момент для того, чтобы освободиться. Или мы свергнем этот режим и освободимся, или мы свергнем этот режим, но ляжем под либералов, которые нас снова затащат под Москву с очередным договором. Такие, как Лилия Чанышева. Я к ней вот отношусь уважительно. Она страдала от этого режима, она сидела. Но идеологически она наш враг. Она собирается строить прекрасную Россию будущего. Она собирается оставить Республику Башкортостан в составе этой России. Она собирается сделать так, чтобы башкирский язык не был обязательным для изучения в Республике Башкортостан. И у нас есть видео, где я с ней об этом спорю. Еще когда я жил в Башкортостане, когда она еще была на свободе. Она тогда еще повторяла слова Навального об этом. Она считает, что никакие договора не нужны между Республикой Башкортостан. Тогда это считала. А сейчас она против независимости. Да, она открыто еще пока не высказывалась, но всеми своими действиями, участием в деятельности, политической деятельности Юлии Навальной, она показывает, что она за прекрасную Россию будущего, а значит за то, чтобы Республика Башкортостан осталась в составе России. Нам это не надо. У нас разные абсолютно направления. Да, у нас сейчас общий враг, это Путин. Свалим его, будем между собой разбираться. И вот здесь мы должны понять, что мы, если, скажем так, прогнемся под либералов, все, Башкортостан никогда не будет свободным. Мы должны бороться только за свою независимость. Больше ничего. Не надо нам вступать в союзы с либералами, со всеми. Пока общий враг, да, можно. Но потом, все, у нас есть четкая цель, и мы будем к ней идти до конца. Хочет Лилия Чанышева строить прекрасную Россию будущего? Пожалуйста, в Москве ей дадут пост какой-нибудь там министра, пожалуйста, пусть там строит. Юлия Навальная ей там выделит какой-нибудь пост, но не в Республике Башкортостан. У нас в Алматы русская община скоро тоже начнут рейды проводить. Я, если честно, сомневаюсь, если Андрей Титов какой-то пишет, но явно какой-то провокатор, скорее всего. Салам алейкум башкортам с берегов Байкала и солнечной Бурятии. Валейкум ассалам бурятам, тоже очень сильная нация, очень отчаянно сейчас борется за свою независимость против своих же манкуртов. И у них очень сильное национальное движение. Проблема малых народов России в том, что их не поддерживает государство. Государственная власть поддерживает неонацистов из движения «Русская община». То есть это вектор государства. Абсолютно верно. Именно государственная политика, а конкретно у них их шеф это Бастрыкин, глава Следственного комитета. Он их поддерживает. Руслан, молодец, Руслан, Фания пишет, молодец, Руслан, все правильно говоришь, поддерживают. Даже наши женщины, чтобы уподобляться русским, курят и пьют, позорники, смотреть тошно, разговаривать на русском, мне стыдно за них. К сожалению, вот
надо понимать, что вот эта культура, русская культура, она захватила нас, башкир, полностью. Еще есть очаги, еще есть, вот молодежь в последнее время все больше увлекается исламом, переходит, читает намаз, ходит на джума намазы, общается с нашими представителями из других народов. Но постепенно ассимиляция берет свое. И если мы еще 50-100 лет останемся в составе этой страны, мы ассимилируемся полностью. Мы будем помнить, что мы башкиры еще. Мы будем помнить, что мы мусульмане. Но мы будем до такой степени ватными, до такой степени мы будем бессильными, уже полностью ассимилированными, полностью принявшими русскую культуру. Уже сегодня половина башкир на крещении прыгают в проруби, крестятся там, что-то там, говорят, ну, Бог же един, можно. Да, вот, это показатель, это показатель. В Масленицу там то же самое. Это все, это система. Эта система с нами работает полностью. И либо мы сможем этому сопротивляться и создать свое государство независимое, либо мы исчезнем. И у нас уже в будущем, через 50, через 100 лет, у нас сейчас еще пока есть какие-то силы, есть еще какие-то представители нашего народа, которые открыто говорят о Республике Башкортостан, о ее правах, о независимости, о свободе. Через 50-100 лет таких людей не будет, будут единицы. Сейчас практически единицы, а потом вообще будет один на всех. К сожалению. Нам, дагестанцам, чеченцам, татарам, башкортам, бурятам, якутам и другим надо переходить на сторону добра, на сторону Украины. Только так мы получим шанс отделиться от РФ и строить свои государства. Абсолютно верно. Вот согласен полностью с этим комментарием. Сегодня Украина борется за свою независимость, за свою свободу от русского мира, который хочет ее поработить. И те башкиры, татары, якуты и другие народы, которые участвуют в этом, это люди, которые борются против своих же народов, в первую очередь. Они не только пытаются подавить другой народ, поработить его в составе русского войска, но они также борются против своего же народа. Почему? Потому что, победив Украину, русские, конечно же, всех остальных в республике, в стране тут же задавят. Соответственно, они уже и до этого уничтожали наши языки. И мы помним много. Возможно, сегодня те, которые участвуют вот в этой войне с Украиной, они ходили на митинг в защиту башкирского языка. Но разве вы не помните, как убирали наш башкирский язык? И вы воюете за это государство, чтобы теперь тоже точно так же убирать украинский язык из Украины и насаждать там русский язык. Но разве вы этого не видите очевидного? Украинцы сегодня борются за свою свободу и за нашу свободу, потому что, победив Путина, победив этот режим, они дадут нам возможность освободиться. Мы должны максимально помогать украинцам, потому что тем самым мы помогаем себе, мы помогаем своей независимости, своей свободе. Только так, по-другому никак. Мы должны организовывать свои силы, национальные силы. Сегодня комитет Башкирского национального движения за рубежом, за пределами России объединяет свои силы для того, чтобы максимально донести до всего мира проблемы у Республики Башкортостан, проблемы башкирского народа, какие у нас здесь есть проблемы, экологические проблемы, языковые проблемы, проблемы репрессий, сколько народу посадили, убили сколько народу. Но мы стараемся донести до всего мира. Я понимаю, вы сейчас не можете об этом говорить, но по крайней мере вы можете там постепенно начинать внутри себя говорить об этом. Осуждать тех, кто сегодня идет на войну, осуждать тех, кто помогает собирать какие-то там донаты, какие-то вещи на войну, осуждать их, не надо туда это нести. Вы тем самым помогаете воевать против самих же себя, против башкир, против татар. Надо понимать, что эта война идет не только против украинцев, она идет против наших народов, точно так же. Подавив украинцев, она подавит дальше всех национально-освободительные движения башкир, татар, чеченцев и так далее.
Вы воюете, те, кто воюет сегодня против Украины, вы воюете против своего же народа. Абсолютно точно так же. Потому что русские, мы же видим, что вот этот режим, он борется против всех нерусских. Как за пределами России, так и внутри России. И вот русская община — это яркий пример тому. Вы это разве не видите? Как вот вы не понимаете, когда вы там, ну у вас же есть интернет, вы же смотрите, что происходит в Республике Башкортостан. Вы же все это видите. Вы же видели, как убивали Рифата Даутова. Неужели вы не понимаете? Вы уже видели, как сажали Фаиля Алсынова. Ни за что 4 года дали человеку. Вы же все это видите. Рамилю Саитову как посадили только за то, что она просила не ехать на войну. Вы это все видите, и вы все равно продолжаете бороться, спать в обнимку с этими русскими нацистами. Вы сами своими руками уничтожаете башкирский народ. Что скажете насчет проигрыша Салавата Юлаева из-за националистов, которые сейчас голосуют за катер «Метеор»? Вообще, я к этому голосованию отношусь очень скептически и критически. Зачем нам, чтобы Салават Юлаев был на этой купюре? Для чего? Что это нам даст? Вы хотите сказать, что памятник сохранят? Если они захотят его убрать... Во-первых, никогда... Салават Юлаев не победит, сколько бы вы там ни голосовали. Давайте вспомним голосование за аэропорт, за наименование аэропорта в Уфе. Выигрывал какой? Выигрывал название имени Мусагареева. Мы помним это. Лидировал, шел в топе. Что это потом произошло? Назаров установил, точнее не Назаров, Тимирбулат Каримов, вот этот вот, зять Сечина. Его люди установили, мы точно знаем, вот там они сняли помещение, установили там десятки, там сотни компьютеров и начали накручивать это голосование, что победил название имени Мустай Карима. Все! Если надо, они в любом случае победят. Они не дадут победить Салавату Юлаеву. Для них, для русских, это будет позор. И мы, башкиры, сейчас с этим будем пытаться быть. Не нужно нам, чтобы на русской купюре был Салават Юлаев. Нам нужно, чтобы Салават Юлаев был на нашей национальной купюре. На наших национальных деньгах независимого Башкортостана. Там будет обязательно Салават Юлаев. Гордо будет стоять. Как и Заки Валиди, как и другие наши национальные деятели. Нам не нужно. Тем самым правильно у меня пост в моем телеграм-канале написали. Тем самым они нас сильнее привяжут к России. Скажут, ну вот, смотрите, мы вас уважаем. Ваш Салават Юлаев даже у нас на купюре есть. Зачем нам это? Нам нужно максимально отдаляться от них. Они нас пытаются вот этими всякими плюшками приблизить. И наши башкиры там давай друг другу пересылать, давайте голосовать. Тут я смотрю, даже вроде бы нормальные, которые я считал, каналы, они даже начали перепащивать вот эти вот голосовалку там с призывом голосовать за Салавата Юлаева. Я против. Я против того, чтобы Салават Юлаев стоял на русской купюре. В советское время у казахов было такое же положение. Нас было меньшинство в Казахстане. Только получив независимость, наша численность стала расти. Абсолютно верно. Только независимость. И мы это видим по всем странам, которые получили независимость. Они либо улучшили свое экономическое состояние, либо те, которые не смогли вырасти в численности, но они сделали жизнь лучше. То есть это балтийские страны. А другие страны, пусть экономически не так сильно выросли, но они увеличились в численности очень сильно своего коренного населения. Экономика со временем может восстановиться. Когда режим Путина рухнет, а он точно так же подавляет до сих пор вот эти независимые уже государства, подавляет их, экономически блокирует их, заставляет их там в своих таможенных союзах соблюдать те правила, которые в первую очередь идут на пользу России.
которые выгодны России. Как только Россия рухнет, все эти страны освободятся. Точно так же. И в первую очередь Казахстан, что для нас, для башкир, очень выгодно. И в будущем я уверен, что Казахстан и Башкортостан, как и с Татарстаном вместе, заключат такой же военный союз и будут друг другу помогать, точно так же, как сегодня Турция помогает Азербайджану. Как от русских можно будет избавиться? Нам от русских избавляться не надо. У нас останутся жить русские. Это хороший народ. Если есть русские, которые... У нас даже в комитете в нашем есть русские. В нашем комитете Башкирского национального движения за рубежом. Есть русские. Татары есть. И нам нужны русские. Как народ. Пусть живут. Но только те, которые признают, что это национальное государство Башкортостан. Что здесь государственный язык это башкирский. И его нужно учить для того, чтобы в дальнейшем жить в этой республике Башкортостан. Что башкирская культура... Она есть, ее надо уважать, нужно в ней участвовать, в этой культуре, учить язык, учить песни, учить башкирский гимн на башкирском языке, водить детей в школы в башкирские русским. Только такие русские у нас смогут жить, которые будут понимать, да, у них сохранится вся их культура. Будут русские театры, русские школы, русские детские сады, пожалуйста. Но они должны понимать, что они живут в национальной республике Башкортостан. Вот те русские, которые согласятся с этим, примут это, пожалуйста, пусть остаются. Те, которые не хотят учить башкирский язык, которые будут говорить, зачем нам он нужен, этот башкирский язык, зачем нам нужна эта республика Башкортостан, у нас Москва там есть. Вот те пусть уезжают. Так, у нас заканчивается время. Ждет ли Башкортостан после обретения независимости такой же уровень коррупции и хаоса, как и в постсоветских исламских республиках после распада России? Ну, во-первых, а почему вы называете только Исламскую республику? Почему вы не берете Белоруссию? Вот многие, когда нам пытаются говорить, что вот диктатура, вы хотите, обязательно у вас будет диктатура, у вас будет нищета. Почему вы не берете Белоруссию? В Белоруссии нету диктатуры, что ли? И по сегодняшним меркам Казахстан намного более свободен, чем Россия. И в экономическом положении он лучше уже сегодня. И уровень жизни у казахов уже выше, чем у русских, чем у россиян. И уровень свободы все равно выше, чем у россиян там. Уровень коррупции. В России нету коррупции, что ли? Вот мы живем сейчас в стране, где коррупция полностью захлестнула все. Которая воюет с другим государством. И мы вынуждены воевать за это государство, умирать за это государство. Но почему-то вы боитесь гипотетически каких-то там будущего, что у нас обязательно коррупция. Это от нас зависит. Если мы позволим, чтобы какие-то олигархи, какие-то богатые люди были выше закона, тогда у нас будет коррупция. Если мы хотим, чтобы у нас было демократическое, нормальное государство, цивилизованное, где закон стоит превыше всего, не будет у нас никакой коррупции. Все будет у нас нормально. На этом все. Ровно час проговорили. На этом будем почаще теперь встречаться. Надеюсь, стрим. Я прошу подписываться на мой канал, кто еще не подписался. Подписываться на мой телеграм-канал, который здесь будет ссылка стоять в сообщении. Распространяйте этот телеграм-канал. Кто хочет помочь материально, тоже есть написано, как это сделать. Распространяйте это видео, подписывайтесь, комментируйте. Так вы поможете росту канала. На этом все. Хал булығыз, құрметті милләттәшләр. Осы рашанға тиклем.